Плодово-овощная продукция реализуется с автотранспортных средств, сладков и других подручных приспособлений, а порой просто с земли. Люди здесь продают продукты питания и фрукты практически на улице. Здесь рядом лужа. Торговцы оккупируют и без того неширокие тротуары и подходы к рынку, буквально не давая пройти пешеходам. О соблюдении санитарных норм и речи нет, и так уже много лет. Впрочем, у каждого торговца есть на то оправдание. Наверх дают, но вот это все я не осиливаю поднять наверх. Там нет условия, чтобы кто-то тебе поднимал. Тачкист 100 рублей хочет отсюда туда. 100 рублей я сегодня заработаю, чтобы наверх вот это все поднять. Не заработаю. Я инвалид детства. У меня нога больная, у меня ребенок инвалид. Я вот этим зарабатываю. Государство мне не помогает. При этом второй этаж центрального продовольственного рынка заполнен лишь наполовину, а предусмотрено здесь 400 торговых мест. По словам директора Сухумского центрального рынка Алхаса Гургулия, это происходит потому, что людям сложно поднимать товар на второй этаж. Тем не менее, борьба с несанкционированной торговлей продолжается. На данный момент администрация рынка готова переместить на второй этаж продавцов сыра. Сегодня это происходит так. Люди приходят, находят себе места, где кому удобно, в проходе, на улице, на дороге и торгуют. Силами одной администрации рынка невозможно решить эту проблему. Мы тоже понимаем, что это люди тоже наши граждане, что им тоже нужно предоставить условия для торговли. Но рынок, как мы понимаем, не может принять всех желающих. И поэтому наше понимание: нужно из самого здания основного корпуса рынка сделать его только продовольственным. По словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, торговля на открытом пространстве продуктов питания нарушает все санитарные нормы. Мясомолочные продукты питания необходимо проверять в специальной лаборатории, которая расположена на втором этаже рынка. По санитарным нормам это неправильно. Эти места не предназначены для торговли. Поэтому не должны, насколько я понимаю, взимать плату с этих мест и не должны вообще разрешать здесь торговать. Мясо продают в установленном для этого месте с соблюдением требований. Холодильное оборудование исправно. Мясники, кстати, регулярно проходят медосмотр. Единственное, в чем их можно упрекнуть, это не у всех есть санитарная одежда, то есть фартуки. Частично есть. Колоды, если вы видели, подрублены. То есть по мясникам претензий особых нет. Есть претензии по сырникам. Женщины отказываются одевать санодежду, отказываются проходить медосмотр и отказываются платить штрафы. Мотивировка та, что имеется внизу неупорядоченная торговля сыром. На втором этаже центрального рынка созданы все условия для торговли. Любой желающий может купить свежее мясо или же сыр. Все это в обязательном порядке проверяется в лаборатории. Но бывает, что продавцы нарушают правила. С мясом там какой-то у них старший есть, какой-то бригадир. Если руководство не справляется, надо им помочь. Хотя бы элементарные какие-то санитарные нормы должны быть. Или надо лишать лицензии, или вообще не дать им работать. 2 дня не дадим работать, я думаю, потом будут аккуратно себя вести. Депутаты городского собрания прошлись по торговым рядам, пообщавшись с продавцами, не смогли убедить многих прекратить торговлю на улице и перейти на второй этаж. Сейчас с людьми договариваемся. Я не сторонник жестких методов. Я сторонник договориться с людьми. Если условия немножко рынок внутри создаст, я думаю, люди туда пойдут. Сейчас все дело в том, что и на рынке тоже внутри мест не особо есть, не хватает мест. Вот если сейчас какие-то места будут изыскиваться, сейчас в преддверии лето, это еще не лето, представляете, что будет? Если какие-то места будут там находить, я думаю, люди пойдут. На рынке много и других проблем, в их числе его благоустроенность. В дождливую погоду эти проходы на центральном рынке затапливаются очень сильно. Людям здесь практически нереально пройти. Администрация рынка говорит, что решить эту проблему сейчас невозможно. Сделали канализацию, стеков не сделали. Все люди стоят в лужах, покупатели не могут подойти к нам совершенно. Здесь творится это ужас. Просто нужно снимать, когда идет дождь. Администрация рынка пытается решить существующие проблемы. Продавцы часто жалуются на условия торговли и отсутствие понимания со стороны дирекции рынка, но при этом сами нарушают элементарные санитарно-эпидемиологические нормы. Сария Смыр, Алексей Агухава, Леон Адлиева, Абхазское телевидение.